Так, ну что ж, нахожусь опять у Дмитрия на базе. Сегодня у нас заброска. Несколько дней я мониторил за льдом, и сегодня уже принято решение, надо ехать. Осталось не так много дней. Дмитрий, вот скажи, как вы решаете, ну вообще у вас в поселке есть заправочная или нету? Просто интересно. А, то есть за деньги можно заправиться, да? Ну она как официальная заправочная, Саханефтегазбытовская, да? Или как? А? Частная? А сколько стоит-то хотя бы литр? Будет канистр был, ладно. 2600 40-литровая канистра. А, то есть в канистрах привозят тема. Ну да. То есть это обменная вот эта программа. Вот, Саханефтегазбытовская по заправке северных районов. Вот. У нас одно время в Жиганске тоже было, но потом все это дело прикрыли. Ну вот, дорогие друзья, пришел, уже поставил палаточку, вещи тут расположился. Ну, здесь вот метров, ну, сантиметров где-то, наверное, 5, наверное, лед. Там чуть поменьше, может, сантиметра 4, но глубина 4 метра. Здесь чуть поменьше глубина. Вот. Свечу вот чищу. Хотел было дров напилить, но что-то один раз запустилась шарманка и заглохла. Бензопилу у Димы одолжил, не знаю. Сейчас проверим наличие искры и так далее. Фух, ну вот, друзья, расположился, поставил палатку, не знаю, может, повременил, конечно, с пробиванием лунки в палатке, ну да ладно. Вода как бы маленько выступает, потому что ну все равно продавливается лед. Вот. Сегодня я буду спать в палатке. Сейчас вот поставил чайник. Ну, какие-то вещи я оставил снаружи. Все в палатку не стал затаскивать, да и нету смысла. Давайте посмотрим, на что мы сегодня будем рыбачить. Чем, то есть. Так, в прошлый раз, кто был на стриме, те все видели, что случилось с моей удочкой, которая в прямом эфире, как говорится, полетела в неизведанные дали. Вот что с ней случилось. Вот эта штука, куда вставляется хлыстик, то есть здесь было еще сужение такое некое. Вот она сломалась вот в этом месте, вот дала трещину. И, короче, хлыстик улетел, потом порвалась леска и вообще с концами, короче, все улетело. Вот. Поэтому эту удочку мы, конечно же, утилизируем путем сжигания ее в печи. Эта шайбочка железная выкручивается, нет, да и ладно, тоже сгорит. Вот этот кусок я сожгу пластмассы, он уже бесполезен. Удочка Arctic Chair называлась, Stinger. Дерьмо, короче. Налима не смогла вытащить килограмм на 7, на 8. Ну и один хороший мой знакомый, который есть бренд свой Бриолин, Юра Хохлов,
отправил мне вот такую удочку, графит премиум Хард 20-60 граммов. Друзья, все, чем я пользуюсь, есть на сайте моем клёвая-рыбалка.рф, ссылочка будет в описании. Здесь уже металлический флянец, куда вставляется вот этот вот хлыстик. Хлыстиков 3 вида: Light, Medium и Hard. Я взял Hard красный. Вот, там у него зеленый, это Light, бирюзовый, по-моему, Medium и красный Hard. Ну, вот этот вот, да. И вот я взял вот и 3 вида рукояток. Длинная рукоятка, потом короткая и пистолетная. Пистолетный хват вообще короткая такая. Ну, средняя, короткая. Вот. Поэтому заходите, смотрите. Просто ради интереса ссылочки читайте в описании к роликам. Вот, думаю поставить либо такую катушку, вот эту вот. Ну, она как бы хорошая, но в прошлый раз она как-то не очень себя показала, конечно. Либо поставить обычную вот такую вот спиннинговую. Ну, в принципе, можно и вот эту попробовать поставить. Давайте поставим. Леска у меня будет вот такая вот. Blackstream Mark X Sunline. Японская. 0,5 толщина. Ну, тест, друзья, здесь, наверное, просто бешеный. Я не знаю, сколько он может килограммов выдерживать. Толщина 0,5, в общем. Спасибо подписчику за эту леску. Поводок поставил на всякий случай, потому что река. В реке водится таймень. И вот такая обычная стуколка, вот, самодельная, продается в городе Якутске. В прошлый раз на нее неплохо отработала. Вот такая стуколка. Был удар налима, но, к сожалению, оторвалась. Так, рыбьих потрохов у меня нету, поэтому придется сначала поймать какую-то маленькую рыбку. Давайте попробуем пойти порыбачить. Так, короче, хотел было пойти уже порыбачить, но что-то кушать захотелось. Мяска надо вяленого поесть. В магазине тут нашел мясо вяленое, купил. Обалденная штука, скажу я вам. Вот такие вот небольшие куски. И сыровяленое. Довольно прикольная штука. Оленина. Так, друзья, ну вот, сейчас покушали. Теперь давайте начнем рыбалку сразу с куль железа, как говорится, пока горячо. В прошлом году вот здесь вот у меня неплохо ловился хариус. Не знаю сейчас как будет, просто давайте проверим. Так, сейчас будем одеваться потеплее, одевать внутренние штаны теплые. И я пришел, чтобы кипятить чайник, попить горячего чайку, взять с собой чаю туда. Вот такие вот мормышечки от Мартовецкого Александра. Вот они в
фосфорный, как бы, и заряжаешь. Кому интересно, вот, заказывайте. Вот. На сайте они тоже есть. Ссылка в описании. Смотрите, заходите. Я думаю, вот эту блесенку поставлю. Сейчас пойду. Короче, посидел 1,5 часа. Скоро уже начнет темнеть. У меня много других планов. Поэтому пойдемте. Сегодняшний день у нас прошел как-то в режиме поиска, в режиме работы. Ну, я рад, что этот день так заканчивается, потому что завтра, думаю, друзья, будет уже намного интереснее. Лед станет крепче, горизонты нашей рыбалки станут больше. И я думаю, что что-нибудь завтра с утра мы должны обязательно поймать. Ну вот, сейчас, в общем, с вечера пойду еще попробую постучать на налима. Просто хочется довести до вас, ну, показать все те прелести, которые выдаются нам, рыбакам. Нелегко, как эта вся рыбалка дается. Вот. Как, впрочем, и всегда. То есть надо поймать рыбку маленькую, потом уже поймать побольше рыбку и так далее. Вот. Ну, попробую постучать на сало. Посмотрим. Сейчас пойду в палатку готовиться к вечерней рыбалке. Делал резинку и кусок сала, которое маленько подкоптил в печи, так скажем. Для запаха не знаю, как это сработает, но посмотрим. В общем, ради интереса. Попробуем постучать. Сейчас 7 часов. Вот. У меня совместно, параллельно идет, сейчас начнется зум-конференция. Дело в том, что я недавно прошел курсы, как делать красивые шортсы, рилсы, ну и такие вот коротенькие видео, как делать, ну, качественный монтаж на программе, приложением в телефоне. Кому интересно, ссылочку на видеографа я оставлю в описании под роликом. Можете тоже пройти. Цены очень даже недорогие. Вот. О, здорово. Ох. Вот и выйдет. Холод. Бабок бар кадырды. Блин, пока костюет, он, блин, хаятах, ну, маган, поддержите, бит, выгорка бит. Ну, подсечка, да, об этом мара, блядь, пал, телестана. Ну, крючок, не надо ровно его. Это он на харгет, да? Харгет. Ох, 6 метров. Тервал, диму, мани кадрана, на тутас. Ол, bu балар оңыр бұттырым, я, бұл практикке тәрілті. У вас не бар-то. Есть, идет. Друзья, идет налим. Сейчас вот подошел рыбак ко мне. Там тоже, говорит, есть у них, ловятся. О, хорошо взяла. Давай-ка сейчас. Главное, чтобы не ушел, пускай, пусть подрыгается маленько.
хороший взял, а. Ушел. Пахать-дан. Все-таки плохо сидел он, паразит. Оторвался и ушел. Ну ладно. Буседи. Еще и засечка ломатах. Yine burgerleri. Калле, кор, калле. Калле. Эти улахан. Болтану бутаварди. Сейчас опять еще одну удочку сломал. Но посмат. Удочки ломаются все время. Идет, ага. Неплохой. Сошел, а. Опять сошел, ага. Что-то надо с крючком делать. Елки. Не просекает он ее. Ребята, Bu bana kritik konuklarını verir. Küçke hayıkanadı. Öğüllerin beri kanadı diye nabarı. Benim baba naha toh bolan. Naha kurutoydu. Gilbek bolan. Ağrı toh. Крючок-то есть. Мне удочка сломалась. Или вылетела ли. Сейчас посмотрим. А, не, лопнула. Пополам лопнула удочка. Тәлбе балықта. Оккана. Калли. Здоровый тут целый рыдда. Вот так это будет. Ката чувствуете? Күрдің да? Есть все-таки, я его взял. Сейчас я его без всякого. Иди сюда. Сплюнуть хочет. Подлюка. Кое-как. Я обед не поставил. Ну все, обед вытащил. Наконец-то. Сони? Сони где? Neler batını taktı. Кайгым кая. Подкачайдан. Ничего, нра маскаляна лох чоккой было. Лох красота была. Если ты курчуем, карты каян берем. Ну что, друзья, вот и первый налим за сегодня. У меня их было два ушло, и одного я взял. Завтра надо будет минус, короче, еще одна удочка. И это самое. Крючок надо завтра будет доработать. Слишком большой угол атаки. Много сходов. Тут килограммов, наверное,
Ну, шестерик, наверное, где-то. Вот. Довольно точно можно узнать, только взвесив. И решили мы, что все-таки угол атаки крючка довольно острый, поэтому его чуть-чуть надо подразогнуть, наверное. Все-таки. Вот такая резинка у меня стояла. Вот я поставил кусок резинки и сало. Кусок. Но тем не менее, налим взял. Я очень рад этому. Так вот. Все, сейчас его туда отбросим. Пусть там лежит. А вечером вынимать будем печень. И завтра я уже буду рыбачить на налиме и потроха. Вместо сала. Завтра мне тут местный парень приходил, рыбак. Сказал, завтра утром приедет сети проверять. Кстати, можем посмотреть завтра контент по сетям. Сделаю тоже с утра. И попросил у него удилище, чтобы он мне привез. Там есть еще у меня одно удилище. Он его привезет, и это будет все нормально. Вот, а пока порыбачим так, давайте. Ну, придется себе тогда, я не знаю, этот красный бланк еще что ли отдельно выслать, чтобы его тоже можно было показывать. Но он самый жесткий, видишь, что? Если, друзья, рыба подошла. Помягче бланк взял, может быть, он изгасил твои рыбки, хрен его знает. А так подозреваю, да, что ты там прям получил как надо. Небольшой налив. Есть еще один. Еще одного. На завершении. Вот это прям хорошо просекся. Друзья, есть поклевка, есть налим, в общем, красота. Но этот небольшой. Вот, где у нас там еще один наш налим. К нему давайте его тоже рядышком положим. Ну и не такой-то уж и не маленький. Ну вот, друзья, на этом, думаю, рыбалку можно пока закончить сегодняшнюю. Я, в общем, рад, что первый лед здесь со Скалахиева на баре мне подарил вот этот чудесный улов. Вот. И рад, что вы стали свидетелями вот этого улова ночного. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда находит. Я сегодня полдня проходил там, сям, пробовал то, все. Но в итоге все равно меня вот Байнай наградил, скажем так, уловом. Ну все, друзья, давайте до следующей встречи. Всем пока. Возможно, завтра будет стрим. Ku tunggu kala
кыйданнан хаялларынан тергенде сахабыт севин күйна самай керек үстүлек сулу суумун керекте Самай керек үстүлек сулу суумун керекте